Приветствую, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 25 августа. Это у нас пятница. Мы смотрим с вами этот день на колоде пасьянс цыганский. Смотрим все знаки зодиака по 6 знаков в двух частях. Вот у меня это первая часть, первые 6 знаков. Овны, пятница, события дня. Успех, первое событие. Ножницы, решится вопрос. Будильник, возможно, в определенное время будет решение вопроса. Вам надо не опоздать. Так, смотрим, что здесь. Здесь еще есть прибыль по горизонтали. Луна. Событие, которое повторяется каждый месяц. Ну и все, больше не вижу. 5 событий. Первое – это успех, решение вопроса. Следите за временем, чтобы никуда не опоздать. Событие, которое повторяется каждый месяц, и прибыль. Возможно, это, например, поступление зарплаты или каких-то финансов. Каждый месяц у вас, может быть, вот так вместе проиграется. Ну вот такой день. В принципе, все хорошо. Предупреждение только по времени. Благодарю за внимание, Луна. Перехожу к тельцам. Телец. 25 августа. События дня. Покажите мне для тельцов. Рыба. Первое событие. Скользкое дело. Деловая встреча. Возможно, смотрите, на встрече будут какие-то заманчивые предложения, от которых лучше отказаться. Корона. Общение с влиятельными людьми. Якорь, остановка. Ключ, все в ваших руках. Гости. Возможно, якорь в гостях надолго где-то заякоритесь. Так. Приглашение. Ну вот, возможно, приглашение в гости. Угу.
Значит, смотрите, в этот день будет встреча, общение с влиятельными людьми, скользкое дело, то есть это надо быть осторожными. Приглашение, гости, где-то проведете много времени, и для вас будут открыты все двери. То есть все будет в ваших руках. Поэтому вы можете избежать однозначно вот этого скользкого дела. Вот такое предупреждение есть для вас на пятницу. Благодарю за внимание, тельцы. Перехожу к близнецам. Близнецы, 25 августа, события дня. Покажите мне, что будет у них в пятницу. Победа у вас будет. Хороший результат. Успех. Венок победителя тоже. Сундук нельзя. Домик. Домик, события в доме, какой-то праздник может быть. Опять же, да, то есть, например, это победа или успех, это тоже можно считать событием. Подарок. Верность. Приглашение. Неприятность. Расческа. Любовь. Ага, тут два варианта. Либо корабль — это ожидание, либо сердце — это любовь. Но я сердце увидела. Оставляю сердце. Книгу нельзя. И здесь нет. Значит, смотрите, у вас событий много. Победа, успех, подарки, событие какое-то, любовь, верность в отношениях, приглашение. И единственный минус у вас — это неприятность. Какая-то неприятность может произойти. Может быть, будет как-то связано с приглашением, потому что выпали рядом. Как вариант, не обязательно. Ну, вот такая информация для вас. Благодарю за внимание, близнецы. Перехожу к ракам. Так, 25 августа. Раки, пятница, события дня. Болезнь, плохое самочувствие у вас может быть в пятницу. А может быть, вы, допустим, планируете пойти к врачу в этот день. Да, то есть или пройти там УЗИ, сдать анализы, то вот тоже может череп это показывать. Общение с друзьями. Якорь.
Где-то вы проведете несколько часов в этот день. То ли с друзьями, то ли, может быть, в больнице. Застолье. Выбор. Рыба. Скользкое дело. И приглашение. Так, здесь нет. Значит, смотрим, что получается. У вас есть общение с друзьями в этот день. Где-то вы проведете много времени. Тема здоровья будет важна. Застолье, выбор, приглашение. Допустим, там приглашение получаете, выбор идти, не идти. И скользкое дело. То есть вам надо быть осторожными, кто-то вас попытается обмануть в этот день. То есть заманить в свои сети. Так что будьте аккуратны. Вот такая информация для вас, раки, на пятницу. Благодарю за внимание. Перехожу ко львам. Львы. — 25 августа. События дня. Пятница. Львы. Ножницы. Первое событие. Решение вопроса. Цыпленок. Общение с семьей, с детьми. Неприятность. Расческа. Казенный дом — это госучреждение. Посещение, звонок, может быть. Пустые разговоры. Цветочек нельзя. Надежда. Надежды есть, но, видимо, ничего не получается. То есть я думаю, что, может быть, в казенном доме все закончится просто разговорами из-за какой-то неприятности у вас. Хотя надежды, наверное, были на решение вопроса. Хотя вот решение тоже выпадает. Тут вот сложно сказать. С одной стороны, да, ложится колокольчик, который говорит, просто поговорили и ушли. А с другой стороны, ножницы. Поэтому точнее я вам даже и не скажу. Корону нельзя. Сердце нельзя. Вот, смотрите, есть еще корабль, ожидание. То есть какая неприятность, что придется ждать. Да, то есть надо будет подождать. Солнышко, радость. Возможно, решится вопрос, допустим, в казенном доме не сразу. Да, то есть из-за какой-то неприятности надо будет подождать, но все равно решение будет. Может быть так. Угу. Значит, называю просто отдельно. Общение с семьей, с детьми, пустые разговоры, посещение или звонок в госучреждение, решение вопросов, надежды, хорошее настроение, неприятности, ожидания. А как они уже у вас будут проигрываться, это у каждого уже будет по-своему. Благодарю за внимание, львы. Перехожу к девам.
Девы, 25 августа, события дня. Поехали, смотрим, девы, что у вас. Успех. Надежду нельзя. Новость. Молния. Так, у вас много событий выпали по диагонали, они меня постоянно сбивают. Я вижу, да, вот вижу совпадение, но не состыковочка. Деловой разговор еще может быть. Значит так, проверяем еще, что у нас тут по горизонтали. Угу. По вертикали есть нерешенный вопрос в этот день. И вот смотрите, да, то есть ножницы выпали по диагонали. Вот если бы эти карты поменялись местами, мы бы соединили ножницы. То есть вы в одном шаге от решения этого вопроса, но не в пятницу. И здесь нет. Получается, у вас с одной стороны вроде как ждет успех в каком-то деле, да, то есть в одном деле ждет успех, а во втором, да, то есть не решение вопроса. Поэтому два вопроса будут решаться по-разному в этот день. Также у вас будет деловой разговор, и вы можете узнать какие-то новости еще в этот день. Ну, вот такая информация для вас. Благодарю за внимание. Дальше перехожу к весам, знаки от весовой до рыбок у меня будет во второй части видео. Ссылочку, как всегда, оставляю внизу под видео в описании. Нажимайте, переходите, и мы с вами увидимся во второй части.